ветер поднялся. Да, сидит. Давай, тулан. Лай. Или улетел уже, блин? Не вижу. Неужели улетел? Улетел. Не видел. О, бля, какой хитрый, матерый. Улетел. Не подпустил, даже на 100 метров. Сейчас интересно посмотрю дальномер. До той сосны 117 метров. В принципе, под выстрел уже тут. Если до той елки я подошел бы 100 метров. И все, собака не лая, смотрите, далеко улетел. 117 метров. Это нормально для выстрела. Вот, блин. Хитрый какой, а. С одного дерева на другое, на третье. И все. Я не видел даже, в какую сторону он улетел. Я не видел. Не подпустил. Так, надо возвращаться обратно. Здесь стена леса непроходимая. Вот отсюда, если сотня, 100 метров. Ладно, идем. Бывает. Значит, кто-то... Самое главное, ребят, самое главное, подход хороший был. А, Тулан-Бом возвращается. С этой стороны, значит, нам по пути он улетел. Туланы. А? Молодец, молодец. Лох любишь что? Молодец. Молодец. Давай ищем дальше. Ну, короче. Для подхода самый как раз. Как бы мало что мне мешало. Так, чик-чик-чик между елками. Шума практически от меня, но вообще не было. Но, видать, он увидел как-то. И ветер с его стороны был. Блин, не смогли перехитрить мы. Да. Ну, бывает. Идем дальше. Что? Где-то с этого угла он поднял, потом перелетел. Вот так. Так, ладно. В правильном направлении идем. Здесь еще другая вырубка будет. И уже будем возвращаться. Все. Последняя надежда на этот угол был. Да, тут котяра живет. Смотрите. Но она не один раз уже тут в туалет ходила. Это, ребята, помет у куницы. Здесь куница живет. Последняя вырубка на сегодня. В этом месте. За болотом еще будет. Тут обычно всегда постоянно видел их. Тулан что-то возле меня. Туда-сюда ходит. Никого нету. Сейчас напрямик пойду в просеке и через болото буду возвращаться уже. Сейчас каждый метр будет укорачивать мой путь к избе. Я еще все отдалялся. А сейчас обратно буду возвращаться. Все. И здесь, в принципе, делать нечего. Здесь один глухарь матерый только есть и все. Так что
Пускай живет. Самое главное, пришли, посмотрели, проверили. Пойду. Вот так пойду. Чуть-чуть. Полукругом. Вот следы глухарей, ребят. Глухарь ходил. Вон он. Кормился клюквой. До просеки не стал идти. Просто наугад вон туда. Прям перейду. Не знаю, мягкое болото или нет тут. Местами такая вот попадаются нехорошие участки. Ну, посмотрим. Там уже будет трасса, по трассе потом пойду. Вроде нормально, идти можно. Всегда мечтал построить избу возле таких болот, где гуси садятся. Но это были мечты. Сейчас уже об этом не думаю. И не хочется. То время прошло, когда был азарт. Вот смотрите, как все плавает, идет целока. Ну, тоже видно, как все. Но не такое опасное было, да, скажу. Терпеть можно. Вот, да, вот такие вот лужайки есть. Буду обходить. Чувствует, но не знает, где кто сидит. Я вижу, вон белка. Вон прям на сучьях. На нас смотрит. Пошли туда. Хватит шуметь без толку. Опять белку залаял. Маленькие какие-то белки в этом году. Совсем маленькие. Вон сидит синий уже, между прочим. Ну, лох, пошли, лох. Туда. Вышли на дорогу. В этом сезоне, возможно, я еще здесь буду. Один раз пройдусь. Но только другими путями. Сегодня тот угол посмотрел. В следующий раз еще эту сторону можно посмотреть. Ищем глухарей. Ну, сейчас уже я иду в сторону нашего добытого глухаря. Его возьму и уже буду идти прям, ну, никуда не буду в сторону думать, что надо там сходить, посмотреть здесь. Я просто буду идти к избе. Сегодняшний день хватило нам достаточно. Но тут приятно ходить. Вон до туда. Там потом опять сырость. Ужас. Болотень с полкилометра, наверное. Дорога зарастает. Тоже здесь через несколько лет в этот угол тоже перестану ходить. Потому что интересно, когда дорога свежая. И на свежих дорогах шансов больше увидеть птиц. А сейчас уже все зарастает. Просто стена леса здесь будет. Что и вырубка уже меняется. Вот так. И идем. Тулан так спокойно идет. Я не тороплю его. Свету почувствует след. Он побежит. Он будет искать. И далеко пойдет. Вот так. Постепенно, потихоньку идем. Кедровка. Вон на дереве. Предатель предает нас. Вон, говорит, охотники идут. На ихнем языке. Ну, примерно так, наверное, звучит его крик. Да, нехорошие места прохожу, конечно, ребят.
В одну сторону шел. Везде такой сосновый лес. Хорошая почва. Обратный путь болото. И вот такой вот еще. С этого болота идет вот эта сырость. И там уже в углу где-то он тут. Там начинается ручей. Фу, спотел-то как. Сегодня тепло или что сегодня? Что-то выходил, вроде плюс 4 было. Воздух такой, немножко прохлада есть, но, блин, так потею сегодня. Ну, путь тяжелый, честно говорю. Путь тяжелый, потому что, вот, смотрите, эта трава держит по колено воды. Вот поэтому и потеешь. Хоть как одевайся. Без одежды будет тебе холодно. А уже, да и у меня костюм, кофта и футболка. Все, больше ничего нету. Нормально одет. Для пеших походов. Ну вот и все. Ну вот и все, ребят, мы у глухаря. Сейчас небольшой перекур и дальше в путь. Вон собака. Вижу. Вон глухарь. Через сучья. Плохо вижу. Глухарь сидит.
Ветки мешают. На посадку. Есть контакты. Вот это да. Место искал, блин, для стрельбы. Жесть. Тула, фу, оставь для меня. Ман, фу, 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 ман, все, хватит, ну, Тула, успокойте. Все, 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 все. Наш. В общем, куда прицеливался, туда и попал. Молодец, Тулан, спасибо тебе. Родной. Давай, облизай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, на еще. Еще. То, на. Тула. Вирса, ню-ню. На. Ню. На нечки. На, вирса. Вирса, ню-ню. Нюруш, вирса. Все. Все, хватит. Не хочешь, не надо. Все, успокойте. Ну что сказать, ребят. Вторая добыча за сегодня. С помощью Тулана добыл 2 глухарей. Это годовалый. Ну, не годовалый, вот в этом году он родился. Молодой глухарь. Вон. Кончики хвоста белая. Молодец, Тулан. Вот это работяга. Нашел. Самое главное, я понял, что это птица. Вы даже не представляете, как начало лай там был. Но непрерывный, как ручеек. Молодец. Ну и... Ну, мам, все. Не надо... Вот, все чешет этот. Ну, перья выдергивает. Да, молодец. И очень долго подходил, но... Как сказать, последний момент уже он меня, видать, уже немножко заметил, начал головой крутить туда-сюда. Я думал, или выстрел, или он улетит. Немножко ветки мешали, но, знаете, вот, ну, когда птица твоя, то значит твоя. Просто удачная охота сегодня. Молодец, Тулан. Без крови. Нашел. Добыли. Молодец. Хороший трофей. Видим. Вот он. Добыча.
Пусть облизывает кровь. Я рюкзак там возле выруба оставил. С рюкзаком как-то неудобно подходить. Все, на сегодня хватит, потом тяжелый рюкзак будет. Буду на избу возвращаться. Хватит. Достаточно на сегодня, ребят. Я доволен. Этой охотой я доволен, ребят. Ну вот, ребят, наш рюкзак. В этот рюкзак я 3 глухаря бывало ложил. 4-й, можно сказать, не влезает. Ну все, тулан, тырмас, наш. Он уже не улетит. Он уже наш. Молодец, молодец. Молодец. Без тебя сегодня охота бы не получилась. Только с тобой. Только с тобой, мой верный друг. Молодец, кобель. Молодец. Молодец. Ладно, идем дальше. Опачки. Пошли. Опа. Почесали. Ну вот, наконец-то дошли. Мы на избе. Фу. Хорошая погода. Вон даже голубое небо я вижу сегодня. Вообще здорово. Ну пока шли, больше я ничего не видел. Никого-то есть. И тулан никого не облаял. Только в одном месте я видел, как он на деревья смотрел. Ну там белка это. Что-то чувствовал. Сейчас где-то отстал тоже там. Возле озера туда-сюда начал бегать. Или, я не знаю, может, выдра поднималась на озеро. Именно вдоль озера там шерстит. Ондатры нету. Я даже не помню, когда последний раз на озерах на реке видел ондатру. Все исчезло куда-то. Возможно, даже норка. Да, ребят, это норка, возможно, еще там ходит. Не выдра, а норка. Вот это возможно, да. Ладно, придет. Так, ну что, дымит немножко. Я затапливать сейчас печь не стану. Поднимусь на крышу и попробую почищу трубу. Мне кажется, думаю, что труба немножко засорилась. Смотрите, сколько там деготи. Потому что он тлеет, все постоянно тлеет. Палка вон той палкой на. Короче, этим займусь. Сегодня тяжелый рюкзак тащил. Приятно. Приятно, когда есть что тащить. Опа. Целый рюкзак. Все здорово. Избушка хорошо, тепло. Вообще класс. Печка дымится. Ну, труба теплая еще. Если я поддувало сейчас открою, там загорится все остатки дров. В один момент, ребят, я говорил, что сегодня тепло. И действительно, на улице 8 градусов, плюс 8. Потеплело. Но ночью, наверное, заморозки будут сегодня. Я думаю, так.
трубе я ничего критичного не увидел. Там как бы сверху все чисто. О, а тут смотрите сколько, ну вот, с трубы я вниз ушла. Все это надо вытолкать отсюда. В принципе накапливается, смотри. Потом это все держит, как сказать, дым. Стопоры. Я и смотрю, когда начал открывать, надо еще было больше, может, надо палкой чистить. Да, накопилось. Не ожидал. Ну вот так прочищаю. Это от смолы, ребят. От сосны всего. Когда я сейчас сосной топлю, он тлеет. Еще это вот накапливается деготь. Так что все обратно закрываем. Ну, пока почистили. Время от времени. Знаете, вот если, скажем, я пару месяцев я сюда не приеду и пару раз стукну по трубе, скажем, топором, обухом топора, или как. Ну, вот. И вот это все, он со временем отвердевает и выпадает. Только вот здесь прочищаешь и все. Для этого я и сделал это окошечко, чтобы прочистная вот дверца. И все. Он сейчас вон там. Вон, видели, куда они выпали. Здесь уже совком я убираю. А вот за целый день у меня еще дрова. Сейчас вот поддувало открою. Вот здесь смотрите сколько вот. Надо просто жару дать. Если очень жарко топить, это вся смола сгорит. Ну вот. Время от времени все равно надо трубу чистить. Как ни крути. Когда знаешь, что он тлеет там. Так что хорошее дело сделали. Так открываешь, и оно... О, еще этот. Дверь открывал. И... Так вот, дверь открывал, и этот, как сказать, дым шел наружу. Сейчас дам просраться ему. Обосраться, просраться, или как это правильно. Сухие дрова сюда бахну. Пускай горит. Все, и поддувало открыто оставим, чтоб хороший жар. Все сгорит там. Я хотел из кефира испечь эти оладьи, но муки нету. Так что так с хлебом выпью еще. Поставил на плиту суп греть. Сейчас тулана буду варить. И ужин готовить. Вот так. А сейчас пью кефир. В общем, разобрался с глухарями. Нагрел суп. И сегодня я еще поставлю на печку, буду варить внутренности у рябчиков, у глухарей. Там, короче, хороший наваристый тоже бульон получится. С перловкой, именно с перловкой сделаю. Приготовлю. Вот. Вот эту половину я тулану отдам. Тоже с кашей там разбавлю, пусть ест. Пусть ест. Вот. И может быть еще макароны сварю на ужин. Сейчас это съем. Все равно вечером перед сном что-нибудь надо покушать и на завтра, с утра. С утра можно кашу, конечно, отварить.
Посмотрим сейчас. Чай надо заварить еще. Да, точно. Чай надо заварить. Все бегом-бегом надо сделать, чтобы успеть до темна. На рыбалку еще надо сходить. На реке, не поверите, ребят, с вчерашнего дня примерно 20 сантиметров воды пришло. 15, ну да, 20, примерно 20 сантиметров. И сегодня за полдня примерно, вот мы ходили, и за это время примерно 8-10 сантиметров уже пришло. Прям вода, река, пипец. Плыть будет вообще здорово. Воды море. Надо жене позвонить там насчет старой лодки, там пусть сразу узнает, там лодка там кто-нибудь там перевернул, подтащил или нет. Или может, не знаю, в воде уже. Да. Вот летний и осенний осадок вот сейчас, за эти дни, вот просто вот сейчас норму взял. Очень даже. Быстро это получилось у него. Ладно. Я ем. И уже чуть позже опять включусь. Так, здесь бардак, везде бардак, но ничего. Мне так комфортно. Мне все удобно. С чесночком. Съем супчик. Пусть немножко прохладнее станет, потому что добытая птица, чтобы не испортилась. Не хочется сразу мне вот собраться и ехать. Посмотрим, если погода будет теплая, может быть даже и придется поехать. А если прохладнее станет, то можно еще недельку-то здесь побыть. Слышите, жужжит чайник. Я просто балдею от этого звука. Я еще лето ждал, когда я буду лежать на нарах здесь, в избушке, и слушать вот это жужжание чайника. Это перед тем, как закипеть чайник, вот такой, промежуток времени, чайник так жужжит. Я уже приготовил ужин. Вот смотрите, сковорода, целая сковорода. Макароны с тушенкой, обжаренные с луком и что еще там, лук и морковь. Вот. Тоже в этом сковороде все приготовил. Это блюдо по-мендрулевски. Александр, привет тебе, если смотришь. Я после твоего фильма всегда так готовлю. Не только макароны сейчас в тайге, но и рис, гречку и любое, как сказать, из любого пшена могу приготовить вот такой вот ужин, завтрак, обед, без разницы.
Самое то не разварилось. Все хорошо. Сейчас позвонил домой. Ну, перед этим, как видели, немножко спилил дрова, пошумел. Конечно, когда охотишься, не надо так шуметь. Но приходится. Да, и знаете, я заметил, что звери, птицы особо бензопилы, моторной лодки, шум бурана не боятся. Шум лесовозов. Звери, скажем, вот если взять лося, они могут возле трассы там лежать или же возле бураницы где-то недалеко. Без разницы. Что вот возле избы были встречи у меня, скажем, там шумел, шум, гам возле избы, там дрова колол, пилил. И с километра от избы встречался с лосями. И этот случай не раз был уже. Так что раньше, да, действительно, может, меньше, как сказать, техники в лесу было. Единичные бураны ездили. И лоси как-то или другие звери, птицы боялись этого. А сейчас это повседневно, зимой это от этого шума не избежать. Везде бураны, мотособаки, там еще какая-то техника, каракаты ездят. Везде шум, гам, короче, в тайгах, лесах. Вот. Ну, я тоже немножко пошумел, дрова заготовил. Но не стараюсь так особо шуметь. Уже когда приспичит, тогда уже этим занимаюсь. Шумными работами. Поэтому я, ребят, стараюсь дрова заготавливать в основном весной по возможности. Так. После того, как я пилил дрова, я еще сходил на рыбалку. Поймал 5 яйцо, говорю, 5 этих, как же это, плотва. 5 плотвы. Хотел на эти плотвы жерлицы поставить, летние жерлицы, но так, если честно, лень этим заниматься, просто лень. Я знаю, может быть, есть шанс щуку поймать. Поэтому, ну, как сказать, на жерлице я ловил тоже, бывало, раньше как-то. Даже видео есть, где я показывал на летние жерлицы здесь, на озере. Но сейчас просто мне лень. Мне это не интересно. Не знаю. Возьми это и... Ну, жерлицы — это тема зимней рыбалки. Зимой, осень по первому льду и по последнему льду. Вот мне вот это нравится. Могу я 20 и 30 жерлиц поставить. Это мне хочется и интересно. Даже попадая щукой. Я тоже видео вам уже в эту весну вам показывал. Хорошие щуки там ловил. И осенью было тоже, щуку поймал. Сейчас я кофту, поясницу закрою. Когда дверь открыта, прям шифонит, блин, поясница. Вот как-то холодный воздух прям здесь вот проходит, видать, вот снизу вверх. И поясница как будто у меня на улице. Боюсь простыть. Вот, а в избушке тепло, но жарко даже. Дверь открыта вот так. Сейчас чуть-чуть закрою. Я просто балдею с этой печкой. Я сколько лет я кирпичной печкой мучился она. Ай, как подумаю. Пускай чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а намного больше дров уходит, но все равно. Зато кайфую я, просто в избушке кайфую в тепле. Свет у меня этот, как сказать, от этих диодовая лента
Ну, другого освещения нету. Вот. Насчет сегодняшнего дня хороший день был. Удачная охота. Тулан отлично отработал сегодня. И удалось добыть даже 2 глухарей. Как всегда, разрядился аккумулятор. Только начнешь что-то говорить и разряжается аккумулятор. Ну так, уже как бы до этого снимал. На крышу залазил сегодня. Лазил, то есть. Лазал или как там. Вот. Ну, охота удачная, ну что сказать. Всегда бы так везло. Считай, мы уже 8 дней здесь. И первые вот такие трофейные добычины. Вот. Позвонил домой. Завтра и послезавтра дожди. Потом дождей все меньше и меньше будет. И даже дожди заканчиваются. И круглосуточная минусовая температура идет. На улице похолодает. Не знаю, как завтра будет. Если не так сильный дождь будет, я пойду на один в тайгу. Тулана не буду брать. Ну, вдоль реки хочу прогуляться, посвистеть рябчиков. А с туланом охота на рябчика не получится. Он делает свою работу. Он как может тоже помогает, лает все подряд. И белку, и как сказать, и рябчиков, и кого видит, того и лает. Кого чувствует, того и лает. Бывает, я много раз не подхожу, знаю, что, как сказать, там белка. Но сегодня немножко я отличие у него почувствовал, когда он лаял этих, как сказать, глухарей. Но это последний лай, это что-то с чем-то. Я вдалеке еще был, я не включался, ничего. Он как звонок. Непрерывно, секунд 30, может, минуту лаял. Непрерывно. Даже промежутка такого не было, чтобы вот где-то у него останавливался. Лай. И этот лай надо запомнить. Потому что у каждой собаки разный лай. Кто-то птицу по одним тоном лает, белку уже другим тоном лает, лося еще другим тоном. Ну, с лосем у него голос совсем другой, звериный голос у него такой жесткий. А этот как ручеек сегодня. Интересный лай тоже. Ну, посмотрим, что дальше будет. Если заморозки будут, ну, не знаю, сколько дней я еще буду. Заранее давайте не буду я загадывать. Как получится, так и будем. Как надоест, соберемся и поедем домой. Вот. А на сегодня тоже буду заканчивать. Я ужинаю и пересматриваю. Вы не поверите, сколько раз уже я пересмотрел этот фильм. «Кокаин» называется. И до половины где-то час смотрю, и все. Первая половина интересная. А вторая половина уже грустно становится. Понятно про наркотики, но интересно. Просто мне интересно смотреть. Ладно, ребят, давайте. Я ужинаю. Больше новостей нету на сегодня. Как было, я вам снимал. Прошли немало. Устал даже. Оружие «Север»
Сам по себе тяжелое оружие. У меня двустволка, небо и земля легкая. Север он тяжелое оружие. С оптическим прицелом еще. Лишние патроны не таскаю для гладкоствольного. Пару штук беру с собой еще. Но для мелкашки пачка всегда с собой. Бывало там на дальнее расстояние очень много патронов уходит. Там шуганный бухарь еще, да, остался. Но туда я больше не пойду. Во-первых, далеко. Во-вторых, из-за одного глухаря такую даль. С северной стороны, наверное, охотник там есть тоже. Знакомый. Он, наверное, туда тоже приходил. Что-то перебор шуганной птица. От лая собак, блин. Садился, конечно. Чуть-чуть не хватило мне. Минуту еще, минута. Еще одна минута, и я бы сделал выстрел. Я хотел еще чуть-чуть подойти, дальномером измерить расстояние. Без дальномера я бы и не решился, может, выстрелить. Потому что есть дальномер, почему бы и не посмотреть расстояние. 117 метров было там. Уже под выстрел. На 100 метров у меня ружье пристрелено, я уверен. Но тоже попадешь или нет, не знаю. Да и ветер там еще был. Да. Ветер сильный, между прочим, порывы были. А ветреную погоду с мелкашки тоже тяжело попасть. Ну, когда как. Самое дальнее расстояние, наверное, 110 метров я стрелял. Примерно. Больше не стрелял. Дальше. 110 стрелял. 100 метров рябчика стрелял. Давайте, ешьте со мной. Делайте бутерброд. В тайге аппетит всегда хороший. Аппетит хороший. И ничего не выкидывается, самое главное. Почти все доедаю на другой день. Хреновое радио не слышно. Я не знаю. Антенну хоть до небес здесь поставив, все равно ничего не слышно. Может, радио такое. Дома попробовал, там слышно. В городе слышно. Ловит. А здесь нет. Здесь такая зона. Все волны, короче, закрывают. Вот такие дела.
Ночью слышно хоть немножко, чуть-чуть какая-то волна. Можно еще поймать, а днем бесполезно. Бесполезно. Вот. Давайте, все, ребят. Что-то я много болтаю. Многие просят, говорит, за ужином, Олег, давай за ужином поговори там. Есть такие комментарии. Вот для таких зрителей. Так что вас много, я один. Так что кому что нравится там. Понемножку сейчас снимаю. Пока, до завтра. Надеюсь, завтра будет хороший день. Дождь, это, просто все планы портит. Но видно будет. Встретимся завтра, ребят.